112. Сегодня суд избрал меру пресечения для 34-летнего Ильнара Сафина, подозреваемого в убийстве человека из-за куска мяса. Трагедия произошла в одном из домов на улице Химиков 13 января. Убийству предшествовало застолье двух мужчин и подозрение в краже продуктов питания. Нафиса Минязова продолжит. Он сейчас даже какой же второй день не спится. Ильнар Сафин признался, после того вечера не может уснуть. До этого спал у себя дома, после того, как выпил со своим 48-летним знакомым. Но проснувшись, увидел, как мужчина достает из его холодильника мясо. Решил, что крадет, и остановил преступление одним ударом. Он начал красть квартиру. Да. Ну, он чуть мне там типень. Пожалуйста, наручники, отсюда, пожалуйста. Пойдемте с нами. Пойдемте. Я ударил ножом его. Гость получил ранение в спину, упал не сразу, пытался уйти. По пути встретил соседей, но ничего не сказал. Он, когда по лестнице спускался, немножко шатнулся в сторону, вот так вот. Может быть, даже в этот момент, когда я заходила, он уже падать стал. Но я не видела уже. За раненым тянулся кровавый след. Судя по нему, мужчина дошел до парковки возле дома. Затем подозреваемый его догнал, протащил до подъезда. Там на лестнице пострадавший и скончался. Смерть Нурматова наступила в результате раны задней поверхности грудной клетки, которая не явилась опасным для жизни в момент причинения и состоит в прямой причинной связи со смертью. Подозреваемого тут же задержали. Свою вину он признал. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. Сегодня в Московском суде следователь ходатайствовал о заключении Ильнара Сафина под стражу. Это преступление у него уже не первое. Судим был несколько раз. Сафин обвиняется в совершении преступления, которое законодателем отнесено к категории особо тяжких. Данное преступление им совершено в период условного осуждения по приговору Московского районного суда города Казани от 3 июля 2019 года. Меру пресечения в заключении под стражу на 2 месяца, то есть 13 марта 2020 года, с содержанием его СИЗО-2 УФСИН по РТ. Суда мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе. Если его вина будет доказана, ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы. Айрат Назипов, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112.